25 метров длиной, 5 дорожек, глубина от 1,5 до 3 метров. Плавательный бассейн полностью соответствует всем европейским стандартам. Отныне, не покидая территорию учебного заведения, у этих ребят есть возможность подготовиться к военной службе не только на суше. Возможно, многие из них пополнят военно-морской флот страны. До этого у ребят не было никакой возможности научиться плавать, не говоря о профессиональных навыках пловцов. Теперь здесь обучают кадетов разным стилям, таким как кроль, кроль на спине, брас, баттерфляй. С таким бассейном задумываться о будущей профессии не приходится. Дахсу ахар онвяу дах док оздабян выпускник же цар вашта отсюда нехте соуш бысабиш это сесть высбезен бас сюда уж плавание хош. Тренировки проходят у всех курсов в специально отведенное время. Это будущие защитники страны, которые стремятся совершенствовать свои знания по всем направлениям. Трехфазная фильтрация воды, которая соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности, мощная вентиляция, усиленная теплоизоляция и противопожарная система. Бассейн отвечает всем требованиям. Теперь здесь могут принимать соревнования регионального, северокавказского и федерального значения. نك عمده قدر عمده أرمي بوخي هواي في مرسكو ديش وقتي مولا حمنا نابا نك تغوش بين مش سنة يرجع ناقب بول يربع شان وخا واسع بعدين شان شو بركل الله حبير ميوتو غدا دفعوا وش إيش خيط جا وش الحلا عربو بس عبت الجد بس وش بوخ بوش إنتريسون بس وش شو هذيك عم دير داشر يدق دي خاشر دير Плавательный бассейн оснащен раздевалками, душевыми кабинками, оборудованы кабинеты для инструкторов и медиков. В каждом внутреннем помещении имеется теплый пол. На реализацию проекта выделили порядка 150 миллионов рублей. Идею открытия бассейна предложил глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов держал ход строительства на личном контроле. Экологически вы взаимодействуете? То есть вода, например, насколько вода она должна соответствовать всем нормативам. Да? Нам надо все предусмотреть. Сказано, сделано. Открытие бассейна, отвечающего всем требованиям, состоялось в намеченный срок. Для кадетов это большое подспорье. У нас есть корабль «Ингушетия» в составе Черноморского флота. И там, я надеюсь, с помощью бассейна, плавать надо учиться, чтобы мы могли в последующем. Мы даже говорили и с МЧС, специалисты и в МВД, которые здесь глубина позволяет 3 метра. Может быть, мы специалистов дайвинг, оборудование возьмем, будем подготавливать и подводников, специалистов. Объект стал настоящим подарком для кадетов. Именно эти ребята также мужественно и самоотверженно будут отстаивать интересы своей страны. Сегодня многие выполняют, наши ребята в том числе, ребята со всей России, специальную операцию. Там серьезная ситуация, и это стратегическую задачу сегодня решают, чтобы завтра никакие фашисты или националисты, чтобы они не вздумали даже какую-то пять земли зайти просто. Для этого у нас есть и будущее наше, которое здесь. Ранее для комфортного пребывания воспитанников в основном корпусе провели масштабный ремонт. По поручению главы региона на эти цели было выделено более 6 миллионов рублей, в том числе из средств Национального фонда развития Ингушетии. Также власти региона намерены в стенах военного заведения возвести спортивный комплекс с тиром и полосой препятствий. Кроме того, планируется приобретение подводного снаряжения для обучения курсантов дайвингу. Рассматривается возможность включения ингушской молодежи в состав экипажей подводных лодок. Руководство республики уделяет военно-патриотическому воспитанию молодежи особое внимание. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.